Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии телевикторина «Чувашла Калажар». Это проект для тех, кто любит, уважает и ценит нашу необъятную Россию и нашу малую родину Чувашию. Сегодня у нас в гостях необычные люди, которых знают очень многие пользователи соцсетей. И давайте начнем знакомиться. Участник номер 1. Его все знают как Богатырь Александр Яшков сегодня у нас в студии. Леке. Александр Иргун. Иргун. Вы себя называете Богатырь, и все вас знают как Богатыря. С каким чувашским богатырем вы себя ассоциируете? С чувашский богатырь Александр Яшков. А как же Азамат? Лёшка, там вот этот. Ну, короче, чуваш, я единственный богатырь. Современная всё версия Богатыря и... Паттер, чуваш Паттере. Да, ну, Ты, мы получается, надеемся, что Батырев? наш Богатырь Александр Яшков станет новым сюжетом для Марии Егоровой когда-нибудь, для новой сказки. Да, точно. А следующего участника зовут Максим Константинов, блогер, президент футбольной команды. Максим, добрый день! Здравствуйте, Максим. Всем привет. Максим, в ваших соцсетях, в вашем блоге мы часто видели, что вы путешествуете по всей Чувашии. Разъезжали на Калине, на мопеде, на велосипеде, на чем только не ездили. Самая запоминающаяся ваша поездка куда, в какой район? В какую глушь? Поселок Северный. Знаете такой? Недалеко, Да, за Волгой. знаю. Там, короче, есть такая вышка, и туда можно залезть. И мы вот залезли. Очень страшно было, и очень красиво было, и очень Интересно. сверхъестественно. Доехали сначала еще туда. Ну и самый главный вопрос, как спустились-то обратно? С небес спустили, конечно. С Божьей помощью. А я думал, он скажет, самая длинная поездка это в юго-западное и северо-западное. Ну, из юго-западного не возвращается. А так я двигаюсь, я рэпер. У меня рэп, только я в биты не попадаю сейчас. Чувашские? Я И вообще я не рэпер. Да. Ну а следующая участница Мария Егорова, блогер, ведущая праздников Я и тебе вначале... сказочница. Мария, добрый день. Здравствуйте. И вам такой вопрос. В чувашском алфавите сколько есть сказок и легенд? Ну, это шутка. В чувашском сундуке сколько сказок и легенд? Ой, 100 тысяч сказок и легенд, край 100 тысяч песен. Нет, смотрите, я сегодня черный лебедь среди светлых парней. Белых селезней. Кстати, да. Ну, надеюсь, что Это мне поможет. и ваша улыбка будет украшать нашу сегодняшнюю программу. Спасибо вам большое, что вы вместе с нами. Кстати, пару сказок. Какая самая интересная сказка, на ваш взгляд, из чувашской сундука? Самая интересная сказка про то, как чуваш учил черта варить пиво. Но интереснее этого то, что я еще и праздники веду. Да, а почему вы не озвучили? Вот он рэпер, а я и... А я думаю, ты скажешь, самая красивая сказка это то, как мой парень меня обещал позвать замуж. И так и не зовет. Да. Я еще стендап-комик. Еще гелевые шары умею надувать. И крестиком вышиваю. Да. Следующий участник Дмитрий Верьялов. Его фамилия переводится как «Горячая деревня». Дмитрий, добрый день. Дмитрий у нас шоумен. А вам как-то ваша фамилия помогает в работе? Конечно, помогает. Я ее называю, и все такие, будет горячо. Как наживка для рыбы. Дмитрий, у вас сегодня ответственный момент, потому что в предыдущих выпусках ваша супруга выиграла эту передачу. О, Анна ничего Голицына, себе. она стала У тебя есть победителем. подсказки? Между прочим, ей помогла очень сильно удача. Вы, надеюсь, смотрели. как Да, я смотрел. Все ответили по варианту Неправильно. ответа, и правильный остался Аня Голицыной, который просто... Вот бы мне так повезло сегодня. Ну, она на Озвучиваю. самом деле просто благородно поступила, дала всем ответить сначала. Или Она, так- она знала изначально правильный ответ. Или просто, реакция слабовата там чуть. Или так. Все остальные участники тоже надеются сегодня на ваше благородство. Но Всё, у нас ладно. есть две подсказки. Интересно, какие? Какие? Которые называются «Знания и удача». В общем, все в ваших руках. Я вам желаю удачи и немножко про правила нашей игры. А они у нас следующие. Вас ждут сегодня 5 вопросов, которые будут появляться на экране. И на каждый вопрос 4 варианта ответа. Первые 2 вопроса. Если ответите правильно, по 1 баллу. Третий и четвертый вопрос по 2 балла. Ну а пятый, который у нас обычно с изюминкой, за него даем 3 балла, если ответите правильно. Если готовы, давайте поаплодируем друг другу и начинаем.
У нас в гостях сегодня популярные люди, которые, кстати говоря, в отличие от предыдущих многих игроков, знают чувашский язык и свободно говорят на нем. Все поголовно. Дай 5! Да! И, внимание, первый вопрос про популярность, про лайки, про репосты. Как с русского языка на чувашский переводится слово «популярный»? Варианты ответа следующие. А. Палла. Б. Укчалла. С. Осла. Д. Хаюла. Мария. Это первый вариант Палла. Палла. Давайте посмотрим. Да, действительно, зеленая плашка. 1 балл достается Марии. Но это еще один. Все, у нас там есть еще 3 варианта ответа. Давайте быстренько пройдемся по ним. Укчалла. Укчалла. Все любят укча. Богатый. Да, денежный. Максим, молодец. Смотрите, это Осла. же про каждого из Умный. нас. Умный. Палла — это богатырь, Укчала — это Дима, Осла — это, я старая карга, ладно. А Хаюла я не знаю. Это про меня Хаюла получается, да? сильный, да. Осло умный. А, да? Поехали. Вопрос номер 2 появится прямо сейчас на экране, и он связан с народными легендами и сказками нашей Чувашии. По одной из чувашских легенд злая мачеха-колдунья ненавидела свою падчерицу и однажды ночью отправила ее набрать воды в прорубь. Когда девушка оглянулась, ее окружали злые ведьмы. Взмолилась она месяцу, и месяц забрал ее к себе, чтобы спасти. Знаете эту сказку? Да, я ее Как называется? делала. Что-то про Луну или про месяц. Девушка на Луне. Да. И с тех пор мы можем ночью при полной Луне увидеть эту девушку на месяце. И, внимание, собственно говоря, вопрос. Что было на плече у этой девушки? Вариант ответа. А. Шар. Б. Коромысло. С. Бедро. Д. Платок. Нажимаешь. Максим. отвечай. Платок. Максим говорит платок. Внимание на Специально? экран. И это, к сожалению, неверный ответ. Почему выбрали платок? Я просто подумал, что логично, что там ночью девушка куда-то пошла и укрылась вся платком. Платком. Да. Не шарфом же. Зачем Если- ей коромысло ночью, да? Если она идет в проруби, колодцу, проруби. да. Ну, еще ведро, может быть, конечно, да. Александр, ваш вариант ответа? Вариант Б. Коромысло, говорит Александр, и это правильный ответ. Александр, вы заработали 1 балл. Действительно, девушка шла за водой с коромыслом. Переходим к следующим вопросам, которые по 2 балла. И вопрос номер 3. Национальная библиотека Чувашской Республики является хранителем и популяризатором культурного наследия чувашского народа. В библиотеке открыт зал, посвященный другу библиотеки, народному поэту Чувашии. Назовите имя этого поэта. Варианты ответа. Геннадий Айги, Михаил Сеспель, Константин Иванов, Яков Уксай. Мария. Михаил Сеспель, Б. Вариант ответа Мария, Михаил Сеспель. И шанс заработать 2 балла достается Александру. Возможно. Слушаем вас. Константин Васильевич Иванов. Константин Васильевич Иванов. К сожалению, тоже неверно. Максим. Хузангай. Проверяем вариант ответа. Дмитрий. Это у тебя какая-то, у вас семейная. Это Муж точно своей семейное. жены. Я думаю, что этот зал посвящен Айги. Проверяем. Действительно, этот зал посвящен Айги. А как И ты знал? это блестящая победа в этом вопросе. Правильный ответ – Геннадий Айги. Ну что, молодец, Дмитрий. В вашей копилке 2 балла. Аплодисменты. Переходим далее. Вопрос номер 4, тоже на 2 балла. Здесь что-то быстро идем, может, музыкальный перерыв устроить? Вопрос номер 4 прозвучит из музея города Чебоксары, музея имени Василия Ивановича Чапаева. И к вам вопрос, уважаемые друзья, участники, в каких музеях вы бывали буквально недавно, какие вам, возможно, запомнились, понравились, возможно, экспонаты какие-то. Мне Мария. кажется, что Дима был в музее пива. Да, это ж так подумал. Потому что у него есть костюм пива. Мария отвечает за всех. Нет, ладно, хорошо. Я последний раз была в музее, посвященному Виктору Цою в Москве. Вот, Ничего себе. да, очень было круто. Я как раз там. был в музее Чапаева на открытии нового музея после реконструкции. Сейчас отгадаешь, мальчишка. Дай бог. А А я был- про Цоя что-нибудь будет? а я был в музее Лада в Нижнем Новгороде.
Лада? Лада? Лада. Автомашина. Смотрел автопром. производство, как делают. Мне машин там разные, которые не вышли из производства. Ну, Просто которые туда. концепты. Которые не Гибриды. вышли в концепцию, да, Да, вот. Очень единичные. интересно там. Я вчера буквально со всей семьей мы сходили на экскурсию на сторожевой корабль Чебоксары. О, класс. Советую. Очень Там тоже интересно и красиво, да. Было я познавательно. там. Дорого? Нет? Потому что детям бесплатно? Да? Вот стоит корабль. Что там интересного может быть внутри? Ну, Просто корабль. был на корабле когда-нибудь? Спускался На там военном? Это же военный корабль. Да, тем более, там прям Трюм? дают посидеть за рулем пушки, и там крутишь, и пушка там крутится туда-сюда. Да. Дальше, ну что, поехали. И, собственно говоря, вопрос. Внимание на экран. Василий Иванович Чапаев принимал участие в Первой мировой войне. Он служил в русской императорской армии. Солдат русской императорской армии выглядел именно вот таким образом. И вопрос, как же называлась эта часть униформы солдат русской императорской армии? И вариант ответа следующий. Как называется эта сумка? Вариант ответа А. Плечевая сумка. Б. Хлебный карман. С. Сухарная сумка. Д. Застежка. Сухарная сумка. Максим говорит, что это сухарная сумка, и это... правильный ответ! Сухарная сумка! 2 балла сразу. Максима поздравляем, у него в копилке 2 балла. Вот А так перед вот. пятым вопросом у нас следующая картина. Мария и Александр по 1 баллу, Ага. Максим и Дмитрий по 2 балла. Это сухарная сумка. Солдаты переносили в ней провиант, сменные вещи и дополнительный боеприпас. Прямо сейчас появится 5-й вопрос, который зададут сотрудники Чувашского национального музея. Вопрос связан с вышитой картой России. Это очень большой экспонат, который на самом деле очень больших впечатляющих размеров и получил свою популярность в этом году. Собственно говоря, он и появился на свет в этом году. В его производстве участвовали все города России, все республики, и каждая республика внесла свой вклад в эту большую карту России. И, внимание, вопрос. Перед вами карта Ямало-Ненецкого автономного округа. Волос какого животного был использован при ее вышивке? Вариант ответа следующий. А. Волос собаки. Б. Волос козла. С. Волос оленя. Д. Волос сурка. Мария, вы снова первая. Я думаю, что это вариант С оленя. Я думаю, нет. Мария говорит, что это вариант С. Волос оленя. Ты Давайте вздохнул, значит, это неправильно. Верим. Это правильный ответ. В нашей программе сегодня есть победитель Мария, которая заработала 4 Я не верю. очка. Я Она не не может в это поверить, но тем не менее мы хотим послушать комментарий и услышать правильный ответ от самих сотрудников музея. При ее вышивке выкладывали подшейный волос оленя в виде орнамента оленей рог и закрепляли волос при помощи оленей жилы. Да, я... У меня Вообще. вопрос уточнения. Да, я, конечно же, очень сильно поздравляю Марию, Спасибо. но нам в начале игры сказали, что 5-й вопрос будет с изюминкой. 5-й вопрос Тоже. с изюминкой. Изюминка ответила Мария. правильно. Поздравляю. Ты молодец. Мария принимает поздравления от мужчин, от мужского коллектива. Нет, на самом деле, мальчики, Поздравляю. мальчики, спасибо вам. Я знаю, что вы мне поддались. Да, и я это специально даже не очень нажимал. приятно. Уважаемые телезрители, если у вас есть интересные вопросы для нашей телевикторины, вы их можете прислать по этому электронному адресу, который видите на экране. Также для этого вы можете воспользоваться QR-кодом, который также присутствует на экране. Ну а мы, в свою очередь, поздравляем победителя нашей игры Марию Егорову. Говорим спасибо остальным игрокам нашей телевикторины. И до новых встреч. Пока! Пока-пока!